Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Я счастлив сознанием, что в годины испытаний нашей Родины мне пришлось вместе с моим народом активно защищать ее, защитить завоевание Октябрьской революции. Всегда и всюду, где бы я ни был, меня никогда не покидало осознание, что я являюсь сыном родной далекой Якутии. Это слова первого генерал-майора-якутянина, ветерана Великой Отечественной, и Андрея Ивановича Притузова. Родился Андрей Иванович 30 декабря 1895 года в Покровске, в ямщицкой семье, и великому сыну якутской земли в конце декабря исполнится 130 лет со дня рождения. До конца жизни Андрей Иванович сохранял дружеские связи с малой родиной, неоднократно приезжал в родной Покровск, никогда не забывал свой родной якутский язык, даже пел песни. Живя в Москве, всегда выписывал ленские маяки. В июне 1977 года Андрея Ивановича не стало, и урна с прахом была доставлена на родину согласно завещанию. У нас сегодня в гостях Максимов Гаврил Степанович, директор Улаханской школы Андрея Ивановича Притузова, Филиппова Елена Николаевна, научный сотрудник Ангаласского улусного краеведческого музея имени Ксенофонтова, и Петрова Анастасия Петровна, внучатая племянница Андрея Ивановича. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас у нас в студии и, конечно же, поздравляю вас с такой знаменательной датой. У вас мероприятие проходит, наверное, очень масштабно. И хотела бы первый вопрос Гаврилу Степановичу задать. В вашей школе имени Андрея Ивановича Притузова какие мероприятия проходят в эти дни? И как вы в целом сохраняете память? Наша школа носит имя Андрея Ивановича Притузова 2006 года. Указом то время президентом был Вячеслав Анатольевич Штыров. И это имя присвоено нам не зря, но наша школа является лидером в военно-патриотическом воспитании. И поэтому решили нашу школу назвать именем Андрея Ивановича Притузова. И вот с тех пор наша школа проводит разные мероприятия по увековечению имени Андрея Ивановича Притузова. Так вот, в 2015 году в Покровске был открыт памятник Андрею Ивановичу. Это было 27 октября в 2015 году. Тоже юбилейная дата была. Да. 120-летию проводились мероприятия, собрания. С тех пор наша команда «Мужество» каждый год, в день рождения Андрея Ивановича, очищает памятник. Идет возложение венка, и вот команда «Мужество» называется, под руководством Павла Родионовича Заморщикова, уже более 20 лет работает. И вот каждый год ребята отдают дань уважения памяти боевого генерала. Так, и вот по 120-летию Андрея Ивановича на фасаде нашей школы была установлена мемориальная плита с указом присвоения имени Андрея Ивановича Притузова в нашей школе, в фасаде. Также каждый год в республике проводятся соревнования по пулевой стрельбе имени Андрея Ивановича Притузова. И в этом году это большое мероприятие проводилось на базе нашей школы. Республиканские соревнования по пулевой стрельбе имени Андрея Ивановича Притузова. Наши учащиеся очень хорошо выступают, становятся призерами. Также во всех мероприятиях наши ученики рассказывают про жизненный путь боевого генерала. Всем
интересующимся. Также мы держим связь с семьей Андрея Ивановича Притузова. У Андрея Ивановича, про семью Анастасия расскажет. Мы в школе, наша школа держит связь с внуком Андрея Ивановича, Антоном Андреевичем Златопольским. Он живет в Москве. И в 2009 году Антон Андреевич приезжал к нам в нашу школу, посетил наш музей, и он оказал нематериальную помощь, приобретение компьютеров и при строительстве пристроя в нашей школе. Вот такую очень помощь. отрадно, да, что его внук такую связь продолжает поддерживать. Он оказал такую хорошую помощь, и вот в 22 году на 125-летие школы, нашей школы, юбилея, наш выпускник Олег Колесов съездил к Антону Златопольскому. И он там с ним поговорил, пригласил его к нам на юбилей, но, к сожалению, он не смог приехать тогда. Затем в 2024 году Владимиров Афанасий Семенович, это председатель Госсобрания Тюмень, он тоже посетил в Москве в офисе ВГТРК «Россия» Антона Златопольского. И вот Антон Андреевич тогда вспоминал о поездке в Якутию, рассказывал ему. И вот Афанасий Семенович ознакомил, какие у нас мероприятия тут проводятся в нашей школе, и ознакомил проектом нашим. Такой проект, как называется, Үсерге. Есть музей под открытым небом Үсерге проект, наследственный проект. Ознакомил его, и вот Антон Андреевич решил помочь нам и тоже профинансировал при перенесении дома, семейного дома Припузовых, вот на территории комплекса Үсерге. И этот проект реализовался. Если кратко рассказать про музей, в нашей школе работает музей. Музей работает уже около 50 лет. Очень богатый, уникальный музей. Музеем руководит почетный ветеран педагогического труда, обладатель знака разных знаков, Спиридонов Вячеслав Николаевич. И вот... У вас такая наглядная, очень хорошая есть, да, вот презентация с вашим в нашем музее есть экспозиция Притузову. С 2008 года она оформлена. Также музей имеет
Несколько экспозиций, я так понимаю, да? Ага. В этом году музею исполнилось 50 лет, и состоялся юбилей музея. И вот как раз в этом юбилее открыли вот дом Припузовых, который перенесли Юссерге. На территорию Юссерге комплекса. Музей под открытым небом, там несколько объектов есть, и 3 коновязи стоят в центре. 3 коновязи, и вот там свое место. Вот. А можно посмотреть, вот здесь, да, пожалуйста? Вот здесь. Вот так вот покажем нашим зрителям. Вот это вот. Вот этот был. Да, этот дом Припузовых мы как раз открыли в этот день, день открытия, день юбилея музея. И там расположились экспонаты жизни и быта ямщиков. Ну, все так уютно, да? И шторы, так и все. Это практически полностью как было, да? Все сделали. Да, ну, собрали предки ямщиков, потомки ямщиков приносили разные старинные вещи, и вот там собрали всех. Ну, если мы уже, давайте о семье начали, да? Вот Антон Златопольский вас так активно поддерживает, связь он в Якутии побывал, наверное, мне кажется, совсем по-другому, да? Увидел уже, что представлял по рассказам своего дедушки, и как вы его встречали, видели, общались. Анастасия Петровна, внучатая племянница. Расскажите нам, пожалуйста. Добрый вечер. Я помню, я училась в 3 классе, было очень давно, в 2009 году, летом нынче. Мне сказали, что к моей бабушке Петровой Припузой Анфисе Накетьевне приехал кто-то. И я бегу домой с работы, с маминой работы, оно через дорогу находится, и там стоят очень много черных машин в то время. И я прибежала домой и вижу, стоит очень высокий мужчина с длинными, до плеч волосами. И оказывается, это был Антон Андреевич Златопольский. Для меня, как для 9-летнего ребенка, это было довольно удивительно. И я поздоровалась. По большей части, что еще можно сделать, да? Они поговорили с моей бабушкой, общались и сфотографировались. Это было в 2009 году. После этого он не приезжал, в основном помогал, как уже Гаврил Степанович рассказал, нашей школе, переносу дома Припузовых, и по большей части, конечно, поддерживает свою связь. А если рассказывать про самого Андрея Ивановича, да, про его семью, то по рассказам моей бабушки как раз Андрей Иванович, он после Великой Отечественной войны жил в основном в Москве вместе со своей женой Анастасией Дмитриевной. У них было 3 детей, Вера, Николай, Сергей. Как раз у Веры внук Антон Андреевич, с которым мы все с вами знаем. И у Сергея было 2 сына, тоже Сергей и Николай. Они тоже жили в Москве, но пока, к сожалению, мы не знаем, где они сейчас живут. И по большей части то, что связано с Припузовым Андреем Ивановичем, мне рассказывала моя бабушка, и архивные документы, которые я изучала во время обучения в школе и во время обучения в университете. И по большей части бабушка мне рассказывала, что они вместе с его отцом, Припузовым Иннокентием Дмитриевичем, вместе бок об руку воевали в Первой мировой войне. Так как именно Иннокентий Дмитриевич, он был дядей Андрею Ивановичу. И поэтому так у них судьба и сложилась. И когда он приезжал в 1967 году, у моего прадеда он не специально отпустили своего водителя из Покровска до Улахана, это
16 километров прошлись пешком, вспоминая вот прошлое детство, как они раньше жили. И бабушка в то время была, и она говорила, что они вот пришли домой, выпили топленого молочка, разговаривали чисто на якутском языке. Это было довольно удивительно, потому что в основном наше село, оно и состоит из якутских и русских семей, благодаря нашей Улаханской ямщицкой почтовой станции, которая была основана в 1943 году. И вот русские дедушки, старики, очень активно вот разговаривали на якутском языке, и еще пели олонхо на якутском языке, и люди очень сильно, вот местные жители удивлялись и радовались этому. Также он посещал праздники ИСЭХ, встречался с молодежью, активно пропагандировал вот здоровый образ жизни, и очень вот гордился, что имеет свою связь с Якутией. И в 1974 году это был, к сожалению, уже вот последний приезд. Но он... 74-м? Да, в 1974-м, в 1977 году его уже не стало. Ну, вот эти, мне кажется, 16 километров пройтись по малой родине, да? Это как просто буквально миг. А вы, Анастасия, наверное, в том 3 классе, тогда маленькая девочка, бежали с той самой школы, да? Которую возглавляет Гаврил Степанович имени Андрея Ивановича Притузова. Я вот хотела спросить, когда биографию читала, фамилия-то Припузов, и вот я хотела бы историю узнать, почему в итоге Притузов? Об этом расскажет мне Анастасия. Ну, в основном есть 2 версии, но можно сказать, одна официальная, другая неофициальная. Но начнем не с официальной версии. Когда родился вот Андрей, семья, он же 3-й сын, а их было 7, и отец случайно прочерком церковной книги написал букву Т, а не букву П. И так получился, он стал Притузовым Андреем Ивановичем. Это первая версия неофициальная. А более официальная, самая распространенная версия среди людей в том, что когда он уже служил в фронтах Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной и учился в академии, люди говорили, если ты Припузов, значит ты Припузи. И ему это не особо понравилось, и он решил поменять на Притузов, то есть я буду Притузе. И так звучало для него более гордо, не как бы гордо, а более лояльно. Скорее всего, второй вариант, да? Да. Притузы. Да, лучше так. Подумал он и поменял свою фамилию. Только его линия Притузовых, где? Припузовых очень много же. В городе здесь, Покровске, там родственников очень много. Например, в Улахане там Припузовых несколько семей Припузовых. Но некоторые связаны, некоторые не связаны, по-моему, да? По крови. Еще По крови. Там же в основном все сватовство, и были еще однофамильцы некоторые, и у нас было смешение с другими семчитскими семьями Ивановыми, и так сват, брат, и род разродился на множество поколений. И до сих пор учатся у нас в школе ученики Припузовых, потомки Припузовых очень много. И все они как бы спортсмены. Припузовы все спортсмены. Легкоатлеты, спортсмены. Но стоит отметить, что еще Андрей Иванович, он же работал в школе до того, как уехал уже, да? Да. По призыву. Но он же тоже, как я читала, он планировал вернуться к себе на родину. Вот военное дело, мне кажется... Военное дело, мне кажется, его уже полностью... Также мы проводим, я не рассказал... А вы еще расскажете, Гаврил Степанович. Буквально сейчас мы на несколько минут уйдем на рекламу. И очень еще... После в рекламу вы нам продолжите рассказывать про то, какие мероприятия проводятся. Но еще хотелось бы, конечно, отметить то, что он пел на якутском языке. Он очень хорошо говорил на якутском. Да, он сам так говорил, что любит говорить на якутском. На своем родном языке. На своем родном якутском. Какой человек, да? Спасибо. Вот сейчас мы буквально на 4 минуты уйдем на рекламу и продолжим нашу беседу.
наш разговор. И вот до ухода на рекламу, Гаврил Степанович, вы хотели еще рассказать про мероприятия, которые вы, опять же, проводите при школе. И у нас на кону припузовские чтения. В данное время идет декада. Декада, посвященная вот юбилею Андрея Ивановича. И вот декада началась с проведения классных часов на тему Великой Отечественной войны, на тему вот биографии Андрея Ивановича. И показывали фильм «Пути великих свершений», который снимали вот Афанасий Семенович Владимиров. Они снимали вот в Москве, там очень хороший фильм. И вот по всему Улусу показали и отправляли по школам. Также мы проводим викторину про Андрея Ивановича Притузова, улусную викторину. И вот уже 4-й год на базе нашей школы проводятся притузовские чтения. Она проводится 2005 года. Уже 20 лет. Первые чтения были кустовые. Ну, кустовые — это значит несколько школ. Потом улусный уровень 2006 года. И с 2020 года чтение уже имеет статус республиканского. И первые республиканские чтения были дистанционными, и поэтому участников было много. Там в этих чтениях принимали участие около 5 улусов. Это было пандемийный год. Поэтому и в этом году уже проводится 4-й раз. Ну, прошли вот недавно, 12 декабря прошли. Чтения прошли очень успешно, по 4 секциям. И в этом году в этом году экспертами выступили преподаватели СВФУ, исторический факультет. И вот Анастасия Петровна тоже сама выступила. Экспертом? Она эксперт. Что за исключение? И в этом году новый конкурс ввели. Это конкурс макетов и диорам. Это очень интересно оказалось. Очень хорошие макеты, очень хорошие там экспозиции сделаны были детьми. В следующем году, в следующих чтениях, наверное, будет участников много. К Елене Николаевне мы сейчас нашей дорогой перейдем. Елена Николаевна, уже по вашей линии какая работа проводится? Хотелось бы узнать побольше. В нашем музее есть постоянная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. И там у нас представлены вот парадный мундир Андрея Ивановича, портупея, генеральский кортик, ордена, медали. Также в фонде хранится его настольный прибор чернильный, который был в его квартире в Москве. И еще из личного библиотеки его книги с заметками прямо там он написал. Это в фонде, поэтому я сегодня взяла сегодня. А сегодня я взяла вот книги из библиотеки музея. В 2020 году наш музей выпустил вот обновленную книгу «Генерал Якутянин». Да, до этого вот тоже была книга, но вот мы его пересдали уже более вот в таком формате, твердой обложке. И также в 2020 году наш музей принял участие в республиканском смотре конкурсе деятельности музеев Якутии в годы Великой Отечественной войны и занял 2 место за номинацию «Лучшее архитектурно-художественное оформление экспозиции выставки Андрей Иванович Притузов, генерал Якутянин», посвященный тогда ему 125-летию, да, в 2020 году. А 16 ноября 2021 года
наши сотрудники из музея съездили вот в Москву в командировку, да, и там у них состоялась очень интересная встреча с Ниной Семеновной Притузовой, супругой сына Николаем Андреевичем Притузовым. Нине Семеновне передали вот эти книги, и она очень хорошо рассказала про жизнь с Андреем Ивановичем и передала в фонд из семейного архива фотографий. Да, и эта встреча состоялась благодаря внуку Алексею Николаевичу Притузову. Также наш музей принял участие в 2024 году, это в прошлом году, в проекте «Пути великих свершений». Это проект советника главы Республики Саха-Якутия Георгия Никонова. Вот. И в том проекте, вот, как Гаврил Степанович сказал, снимали фильм, да, из нашего музея. Вот наш директор Елизавета Анатольевна Мартынова приняла участие. Вот. И еще в скором времени мы ожидаем тоже из Москвы от родственников личный архив, там документы, фотографии еще должны отправить, чтобы хранились в фонде, да, чтобы навсегда там. Вот. И еще вот год открытия памятника в 2015 году, да, в Покровске, нам отправили, ну, уже в декабре, да, 22 декабря 2015 года отправили обращение сына Андрея Ивановича Сергея Андреевича Притузова. Он, оказывается, в то время смотрел вот в интернете открытие памятника и всем участникам выразил свою благодарность, да. Открывали этот памятник вот тоже родственник, да, в то время народный депутат Виктор Николаевич Федоров, да. И, ну, автор, все знаем, скульптор Афанасий Романов, да, вот. Так что вот такие у нас большая работа. Да, ведутся. Самое главное, это что вот родственники, да, его дети, внуки, связь вот эту не прерывают с родиной своего отца, с родиной своего дедушки, и в 2015-м открываете памятник. В 2006 году школе присуждается имя Андрея Ивановича, и у вас же еще улица названа его именем. Да, улица в Покровске. В Покровске. Да, в городе Покровске. Ага. В 1977 году улицу Колхозную переименовали вот имени Андрея Ивановича Притузова. Также еще, где он родился и жил, он же родился в Покровске, там по улице Солженикидзе, номер дом 12, мемориальная доска установлена в том же году. И вот прах его тоже на родине Покровске. Ну, это по завещанию прямо его же было, да, вот, что он хотел вернуться на родину. Да. Ну, великий сын своей земли хочет быть здесь. И вот 19-го должно состоиться возложение цветов на памятнике. И торжественный вечер, посвященный вот Андрею Ивановичу, завершающий декаду. Торжественный вечер. Ну, я так понимаю, все мероприятия, которые проводятся при школе, при вашем краеведческом музее, они проводятся ежегодно и на постоянной основе. Да, у нас вот ежегодно проводятся некоторые соревнования, а вот некоторые, конечно, это юбилейные. Ну, в этом году 130-летие. Вот Притузовские, например, проводятся раз в 2 года. Ну, я так понимаю, что следующие притузовские чтения уже будут у нас в 2000... Через год. В 2026. 27. Анастасия, как ваша семья сохраняет память о своем великом родственнике? Ну, в данное время сейчас я учусь в историческом факультете, и вот буквально недавно посетила притузовские чтения, как рассказал Гаврил Степанович, и насчет, скорее всего, сохранения памяти мне больше привила моя бабушка Петрова Анфиса Иннокентьевна, потому что у нее вот сохранились все эти воспоминания, она была вот очевидцем, потому что видела сама Андрея Ивановича лично, и в целом вот именно связь вот поколений, она очень мне помогло со стороны моей бабушки на самом-то деле, и поэтому вот всю эту любовь она привила
к истории она. А если вот рассматривать, как мы вот имеем связь с родственниками и сохраняем, то по большей части каждое лето у нас в нашей местности сельской, где проводится цех, мы проводим цех рода Припузовых. В этом году мы провели также 2 основных ямщицких семьи, Припузову и Иванову, поэтому у нас там было больше 100 человек, и там мы пели ямщицкие песни, хоровод. Кстати, насчет хоровода. Мне вот буквально недавно сказали, тоже узнала информацию, что, оказывается, любимая песня Андрея Ивановича «В хороводе были мы». В хороводе были мы, в хороводе были мы. Оказывается, это была его коронная песня, и он очень любил это петь. И вот на Исыхе тоже очень много танцевал. Есть даже очень много фотографий, возможно, в музее должны быть вот его фотографии, где он танцует. Вот как-то так. У вас же есть эти ансамбль, про ансамбль. Да, наша деревня Улахан, чтобы возродить ямщицкие культурные традиции, мы в 2020 году создали вокальный ансамбль «Долинушка», и вот как раз поем ямщицкие песни, старые, народные. И вот буквально на прошлой неделе началась наша декада открытия, пели перелушки, хороводе были мы, и вот в следующем году тоже планируется как раз из-за 5-летия ямщицкой культуры, который объявил Ильдархан, нам нужно вот успеть все сделать. Ну, большая работа предстоит вам, я скажу. Ну, ансамбль совсем молодой, да? Буквально вот 5 лет тому 5 лет тому назад. Ну, еще все впереди. И хотелось бы еще уточниться в этом моменте. Вот он буквально ему было 15 лет же, да, когда ему пришлось стать ямщиком? Да. А потом уже в 20-летнем возрасте он уезжает, встает на защиту Родины. И в этом моменте, после уже пройдя... Он еще в военной академии Фрунзе работал. Я так понимаю, вот эти вот учительские навыки-то они в любом случае пригодились ему уже в большой жизни, так скажем, да? И в военной академии он продолжил уже после войны. Да. И вот хотелось бы в этом моменте уточниться, после войны он продолжает в военной академии, и до какого времени он там работает? Ну, практически по данным мы можем сказать, что после войны он там устроился уже преподавателем в Академии Фрунзе, до старости, до пожилого возраста. Всю свою жизнь. Да, потому что он говорил, что я начал свою преподавательскую деятельность учителем маленького якутского села Тюнгюлю, где призвали меня в 1915 году в царскую армию, а так как он с 1913 по 15 года уже якутский прошел двухгодичные педагогические курсы, его уже сразу непосредственно призвали на фронт Первой мировой. И поэтому он очень этим сильно гордился, что сперва учил детей, а потом уже студентов. Ну вот это вот именно такой старт, да, двухгодичный, ему уже помог практически на всю жизнь и связал. Какие-нибудь еще есть планы у вас? Может, еще одну улицу назовем? Уже Улахан, а? В Улахане есть улица? В Улахане есть улица. В Покровске тоже есть? Да. Якутский есть тоже. Есть. Маленькая улица. Ну вот в музейном комплексе экспозиция должны увеличить. Вот. Дом только перенесли, Припузовых. И те, которые Үстерге. Ага, там уже надо развивать, пополнять экспонатами. А вы в этом моменте как-то работаете, да? В тесном контакте? Да. Потому что я так понимаю... Еще дальше Ну, сотрудничать. сейчас в данное время музейный комплекс пока, ну, как бы документально еще не создан почти. Она в стадии разработки. Вот только объекты пополняются,
И вот еще развивается, надо еще много работать там, пополнять. Мгм. А вот этот вот дом, который вы перевезли, да? Ага. Дом Припузовых, семьи Припузова, он находился где? Он во дворе у Припузовых. Припузова Владимира, нашего дальнего родственника, который он отдал в дар, чтобы его смогли перевести в музей. И по возможной вероятности там жил, Моисей, да? да, Моисей Дмитриевич Припузов, Моисей Дмитриевич. старший Участник Первой мировой войны войны. тоже. У нас было 16 участников Первой мировой войны, а из Якутии 800-900 человек. Из них 16 человек из одной семьи, Нет, 16 человек из нашего села. из вашего села Улахан. Ага. Мгм. И вот когда уже при перевозке этого дома, ну в любом случае же плановая эта работа, да? Было выяснено, что вот здесь вот дом семьи, или вы уже знали, и было принято решение перевести их на Усть-Серге. Мгм. Мгм. Ну, проект был сделан. И вот там уже было место, где должно было перевестись. И вот Антон Андреевич профинансировал. И вот тогда вот перенесли. Мгм. И все это можно всем жителям и гостям, Посетить да, уже. нашей республики прийти и посетить. этот Можно комплекс. включить уже туристический маршрут. Начиная с Улахана сразу, да? Мгм. Ну, желательно, чтобы вот весь... Ну, там должны, по идее, соединение двух культур. Ямшитский культур и якутский. Усть-Серге назвали, потому что там Манзары Басеков, прародитель якутов, он там ИСЭХ создал. Ну, не создал, а Устроил. организовал впервые Мгм. в этой местности. Именно так. Да. Он жил там, Мгм. и он захоронен там, ну, поблизости. Истях-Буран. Очень большую работу в этом направлении проводит управление по охране объектов культурного Да. наследия. Вот недавно выставка была же, Мгм. Истях-Буран. Мгм. Там вот Мгм. рассказывается. У нас время подошло к концу. Спасибо большое. Спасибо большое за Андрея Ивановича Притузова, вашей земле, Хангаласскому району. И я надеюсь, что когда-то я обязательно побываю и у вас, и у вас. Спасибо большое. До свидания.